Большая часть рабочих занята железнобетонной конструкцией. Еще одна группа взялась за перегородки и облицовку фасада здания. А бригада под руководством Амирхана Тачиева возвела уже 400 квадратных метров кирпичных стен в блоке А. Бригадир уже 25 лет работает в этой стезе. На его счету 15 крупных объектов. А здесь всего им нужно возвести стены в 1500 квадратных метров. Примерно за 10 этажей стегер. Примерно. 20 месяц. Блоки, осады по частям, 3 блока со стороны. Собригад. Примерно 20 этаж закрывает. Нулевой цикл преодолен. Бетонные стены местами уже возвышаются на 3 этажа. Осталось докончить каркас будущих спортивного и актового залов. Они одни из проблемных, так как высота около 7 метров. Но это не самый трудный процесс на этом объекте. Как делятся сами строители, сложнее всего работать с фундаментом. Из нулевого цикла сложно было с тем, что мы начали в октябре и успели до снега, скажем так, пока почвы увлажнения не было, мы успели выйти. Ну, в принципе, за месяц мы вышли из котлована, потому что глубина была почти около 7 метров, отдельных участки 6 метров, надо было подниматься 4,60, потом было на гряде. Ну, за счет механизма, за счет смены работы мы вышли, так скажем, катков больше было, чем других. Сейчас из 20 плит перекрытия рабочие сконструировали 17. На цокольном этаже заканчиваются электрокабелем. На первом этаже к этому только приступили. На территории объекта установили резервуар для чистой воды. На стадии завершения и монолитные работы. 90% железнобетонной конструкции сдан. Сейчас в ближайшее время мы должны начать наружные сети, типа трассы, канализацию. Вот сейчас заморозки вот так уйдут, сейчас как раз присылается погода, утром, ночью там. Сейчас мы можем начать типа трассы, канализацию. Ну, после электрики отопление можем начать. Но основное вот наружные остались у нас типа трассы, забор, это наружное ограждение. Кровлю начнем, как только вот закончат сверху шахты. Вот начали шахты вот сверху. За процессом строительных работ следит комиссия. Она проверяет качество и срок сдачи объекта. Конечно, бывают недочеты, но они устраняются в рабочем порядке. Когда есть грубые нарушения, правда, таких не было, мы пишем предписание, останавливаем работу, пока они не исправят, и потом дальше продолжают строительство. Благодаря, что погода, вы знаете, какая у нас была, за счет этого мы сумели не отставать от графика и строго идти согласно графику выполнения своих строительно-монтажных работ. Здание будущей школы в 3 этажа, разделенное на 5 блоков. На цокольном этаже будут находиться основные распределители коммуникации. В новой школе оборудуют пандусы, лифты и санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 40 кабинетов, дополнительные залы для кружков и многое другое, что обеспечит школьникам доступное и комфортное обучение. Рабочим предстоит еще благоустроить территорию в 3 гектара. Вот этот стадион. На стадионе у нас находятся 2 площадки, вот крайние совместные баскетбольные, волейбольные и 3 мини-футбола, 3 мини-поля. Вот беговая дорожка кругом, и это беспрепятственная полоса, которая идет. Вот с этой стороны у нас вот это место тихого отдыха для младших классов, для старших классов. Вот эти 3 площадки для подвижных игр до 4 классов, с 5 по 9, потом 10, 11. С этой стороны у нас вот предусмотрено по проекту 3 теннисные корты вот этой и гимнастические вот этой площадки вот для 9, 10, 11 классов. Рядом с учреждением построили новый садик, что стало еще одним дополнительным удобством для родителей. А напротив спортивно-оздоровительный комплекс. Это делает локацию объекта вдвойне удобнее для подрастающего поколения. Далия Сканова, Адам Гулоев, Магомед Дидигов. Новости 24.